22 июня – день, который разделил жизнь граждан страны на до и после. Начавшаяся Великая Отечественная война разлучила семьи, разрушила мечты и отняла мир и покой у людей. Эта дата стала самой печальной в российской истории. С нее началась борьба за освобождение от фашистского гнета не только советского народа, но и всего мира. Страшные события 82-летней давности коснулись каждой семьи. В День памяти и скорби во всех уголках страны отдают дань уважения героям, которые подарили нам мирную жизнь. Политические, общественные деятели, старейшины, ветераны МВД, действующие сотрудники, дети и женщины. Ежегодно сотни жителей республики вспоминают погибших на мемориале памяти и славы. К собравшимся обратился исполняющий обязанности председателя правительства Ингушетии Магомед Евлоев. Когда банда международных террористов и бандитов, копируя почерк фашистов, напала на Ингушетию. В этот день, с одной стороны, были личности, которые служили своей стране, своей родине. С другой стороны, были подонки, сознательные и бессознательные, которые стали худшими из преступников. И чем больше лет проходит, для нас эта дата становится такой же больной. Мы глубоко осознаем, насколько важно быть единым в борьбе с терроризмом. В 4 часа утра 22 июня границу СССР пересекли 4500 танков, 5000 самолетов, 6000 пушек, более 4 миллионов фашистских солдат. На защиту Родины пришлось стать даже тем, кто никогда не держал в руках оружие. Великая Отечественная война длилась 1418 дней. Победа над врагом стоила Советскому Союзу тяжелейших испытаний. В борьбе с фашизмом погибло 27 миллионов человек. Для ингушей эта дата стала вдвойне скорбной. 19 лет назад, в ночь на 22 июня 2004 года, на Ингушетию напали сотни бандитов под предводительством Шамиля Абасаева. Были взорваны и обстреляны госучреждения республики, здания МВД, погранотряда. В эту ночь от рук преступников погибли около сотни человек. Правоохранительные органы понесли самые большие потери за всю свою историю. Сегодня наши славные соотечественники исполняют свой долг, защищая нашу Родину, участвуя в специальной военной операции. Мы должны помнить и чтить их память и поддерживать наших бойцов. Как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, наша страна стоит на пороге борьбы с терроризмом. И наши славные сыны отдали свои жизни, защищая нашу Родину, как 22 июня 2004 года, так и в годы Великой Отечественной войны. Всех, кто умер, мы всех помним и будем скорбить по ним. Шейхун, Бог би шейхун, набадах шашт сисклях, веймох клорбеш, веймох клорбиан арбиан хуншейт, Бог беш динулуш, яхюш, хабяка, кина стиша Бог бе. Ради мира на родной земле защитники Отечества сражались до последнего вздоха. Память о павших воинах и всех жертвах войны на мемориале почтили минутой молчания. А после состоялось торжественное возложение цветов к вечному огню. На мемориальном комплексе Ингушетии увековечена память о самых значимых страницах истории народа. Здесь собраны имена всех ингушских участников Великой Отечественной, а с двух сторон расположилась аллея, где посажены именные деревья в память о погибших сотрудниках органов правопорядка. Несмотря на это вероломное нападение, наши ребята, несмотря на эти жертвы, которые были в ту ночь, все равно люди, сотрудники смогли собраться, сконцентрироваться и дать отпор этим преступникам. Мы их потом уже многих уничтожили, многих задержали, многих посадили в тюрьму и тем самым обезопасили нашу республику. Сегодня республика уже на более высоком уровне. Это все достигнуто с помощью федерального центра, с помощью руководства Республики Ингушетия. Сотрудники смогли сконцентрироваться и организовать работу в таком плане, чтобы обеспечить общественный порядок республики, общественную безопасность. В этот день жители с болью и гордостью вспоминают мужественных сынов, товарищей, отдавших свои жизни ради независимости Родины и избавления мира от фашизма. Положили алтарь этой победы своей жизни.
и создания нашей республики. Особую благодарность тем великим нашим сынам, которые отдали свои жизни. Вот протяжении новой России, там где-то 450 или 60, не помню я, Бенчаря дал Гешдол, Бесачан дал Муашул. Сегодня мы проводим великую операцию на Украине. И там тоже много у нас героев, погибших. Им низкий поклон, честь и хвала за мужество, отвагу. Во все времена ингуши наравне с остальными отважно отстаивали интересы страны на полях сражений. В самой кровопролитной войне участвовали более 21 тысячи наших земляков. 6 тысяч из них не вернулись. Многие до сих пор числятся в списках без вести пропавших. Диана Дударова, Хамзат Халухоев. Новости 24.